Здравствуйте, в эфире программа «Вечерняя смена», в студии Зарина Бабачиева, и мы работаем в прямом эфире. В октябре 1985 года свои двери открыл Северо-Осетинский республиканский дом дружбы народов. Вот уже 35 лет он обеспечивает укрепление между представителями различных национальностей нашей республики, налаживает дружественные и культурные связи с соседними регионами. Чем сегодня живет Дом дружбы народов, мы узнаем у наших гостей. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый вечер. Георгий Михайлович, погрузите нас в историю, расскажите о возникновении Дома дружбы. Я специально взял с собой архивный документ. Этим я горжусь, что тоже частицей являюсь Дома дружбы. Я его хочу зачитать. Именно те слова, которые 35 лет назад звучали. В целях дальнейшего улучшения интернационального воспитания трудящихся создать Северо-Осетинский республиканский Дом дружбы народов. Организацию Дом дружбы народов возложить на Министерство культуры Республики. Протокол номер 46 заседания Бюро Северо-Осетинского обкома КПСС 17 сентября 1985 года. И я горжусь, что первыми руководителями, директором был председатель Совета ветеранов войны, генерал-майор в отставке, директор Дома дружбы Калицев Султан Гетагазович. Народный артист Советского Союза Николай Саламов, Павел Ядых, знаменитый дирижер, который возглавлял много лет филармонию, и так далее, и так далее. Это была нация, цвет нации, можно сказать. А как давно вы возглавляете Дом дружбы? Третий год. Третий год, совсем недавно. Два года не уволили. Третий раз тоже поверили, и я продолжаю возглавлять. А расскажите о вашей деятельности. Наша деятельность обширна, многогранна. Мы, помимо того, что мы дружим с национально-культурными центрами, которые располагаются в Северной Осетии и Алании, у нас 20 культурных центров, которые у нас в Республиканском доме дружбы, 14 в Моздокском районе, Мозговском доме дружбы. Помимо этого, мы большую работу провели, как вы сами сказали, и с соседними регионами, и дальним зарубежье, и нашей столицей. Недавно были подписаны договора Домом национальности Москвы, Домом дружбы Санкт-Петербурга, Домом дружбы Ялты. Знаете, у нас такие сейчас связи появились, да, что нас пригласили Рязанскую область, город Кадом. Город Кадом дружит и является побратимом города Дигары. И мы были в прошлом году с концертной программой в городе Кадом. А также у нас к нам вышли на связь, когда проводили 95 лет, да? Георгия Дементьевича Хугаева. И далекий сибирский город, родина Петра Барбашова, вышла на связь с нами. И мы тоже вот так подружились, пока так бы в записи, через интернет, через онлайн-семинары. Но, надеюсь, тоже поедем в Сибирь. Вы сказали о концертных номерах. Насколько я знаю, у вас такая деятельность активная, вы участвуете в городских мероприятиях каких-то. Расскажите поподробнее об этом. Наверное, дадим слово Роберту Гайковичу. Да. Ну, действительно, у нас очень обширная деятельность. Вот когда-то мы для отчета считали количество проведенных мероприятий, и, честно говоря, сами очень удивились, потому что оказалось, что за неполных 3 года мы провели 325 мероприятий. Я не думаю, что в республике есть хоть одна организация, включая образовательные, которые проводят такое количество мероприятий. Из них большая часть практически. То есть это, как вы сказали правильно, концерты. Причем концерты не то, что мы организуем профессиональных певцов. В основном это, конечно, основа наших концертной деятельности, каких-то выступлений составляет именно представители национально-культурных центров. У нас даже есть целая подборка ярких представителей, которые себя проявляют в этих видах искусства. Мы, это кстати, танцоры. можем сейчас увидеть, мы увидим фотографии из мероприятий. Можем продолжить. Да, и мы можем, когда покажут фотографии, да. может даже прокомментирую. Да.
Вот. Ну, традиционно, конечно, все городские республиканские мероприятия, это начиная, конечно, прежде всего, самое большое мероприятие День города, День республики. И, по-моему, оно уже настолько слились мы с этим мероприятием, что огромные площадки целиком отдают именно Дому дружбы. Потому что Дом дружбы плюс национально-культурные общества – это уже, можно сказать, половина празднования. Волонтерской деятельностью, да, занимаетесь тоже? Да. И волонтерской деятельностью. Вот, во-первых, к 9 мая у нас была программа. Мы вместе. Мы, да, ходили, мы вместе, мы ходили по ветеранам, вручали продуктовые комплекты, цветы, Ценные да. Онлайн-концерт у нас был тоже и для ветеранов. Кроме этого, мы и в республиканской акции по ветеранам принимали А вот участие. концерты вы сотрудничаете с артистами? И здесь, как я уже сказал, и профессиональные артисты, вот просто если навскидку даже сказать, это и народные артисты, например, Эдуард Дауров, Залина Дзахоева, Мира Хикилаева. То есть и профессионалы, и, может быть, только сейчас ставшие известные имена представители национально-культурных обществ. Это студенты вузов наших, это учащиеся. Причем у нас не только концерты, но они и конкурсы-концерты. Например, тематические концерты, посвященные Дню России. Вот, пожалуйста, такой конкурс. Или фестиваль национального костюма. То есть каждое мероприятие, в основном мы стараемся посвящать какому-то мероприятию, либо национальные праздники какие-то, национально-культурных обществ. Тут мы совместно с обществами уже проводим. Недавно тоже вот было совместное мероприятие, где мы оказали просто содействие, конечно. Но мероприятие... Содействие очень сильно поддержали. Да. Но я думаю, скажу, жителям что города и республики, и гостям в том числе, нравятся наши концерты. Порой бывает так, что в городе или в республике мы единственные, кто проводит. Сейчас вот не секрет, вот такие вот ограничительные мероприятия, карантинные. И, может быть, не все до конца успели перестроиться, поэтому трудно, соблюдая все правила, провести мероприятие. Ну, на это, как говорится, вот Георгий Михайлович тоже рассказывал на предыдущей нашей передаче о том, что за короткий срок, вот июнь возьмем, 2-3 недели мы провели, у нас прошло 4 праздника: День защиты детей, День славянской письменности, День России, Пушкинские дни России. И в рамках этих 4 праздников было 12 конкурсов онлайн. Самое интересное, да. онлайн. И еще интереснее, когда мы конкурс кулинарии проводили онлайн. Изучаете пространство. Да, председатель жюри, это у нас Валерий Андреев. да, руководитель торгового техникума, сказал, желательно было бы это все, конечно, попробовать, но процесс онлайн он Вкус увидел. и на цвет он наблюдал только с телефона. Мы ему скидывали видео, как готовится то или иное блюдо, и он посмотрел и говорил так: «Хоржвайте, Джек Фенинг», чтобы попробовать. понимаешь? Ну, пандемия не пускала нас. Но все равно мы провели конкурсы, и я горжусь этим, что весь коллектив рядом был, и весь коллектив очень хорошо сработал. Очень хорошо. Суиркул Жапарович, присоединяйтесь, расскажите о вашей деятельности подробно. В самом начале своего выступления я хочу сказать, что я очень благодарен своей судьбе, что я приехал в Северную Осетию, на эту благодатную землю. И моя жизнь практически состоялась именно в Северной Осетии, Алании. А расскажите, что вас сюда привело? Я приехал сюда еще в советские времена по распределению. Приехал на 3 года, вот на сегодняшний день 33 года здесь. Я думаю, что это еще не все. У меня здесь семья, у меня здесь дети, внуки. И Интернациональная семья. именно и семья у меня интернациональная. А что касается общественной работы, мы еще молодая организация, региональное отделение образовалось в 2015 году. Да, я услышал 1985. Вот. В 2015 году, и мы вошли в большую семью, интернациональную семью как раз-таки Республиканского дома дружбы народов. И вот с тех пор за 5 лет сделано очень много работы. Вы уже слышали, во всех этих мероприятиях республиканских
проводимых в том числе и с Республиканским домом дружбы народов, мы участвуем, стараемся активно участвовать. Девиз нашей организации – это «Быть полезным Осетии». То есть мы делаем все, что от нас зависит, чтобы ради укрепления межнационального согласия, межконфессионального согласия делаем, чтобы это все было в пользу мира и благополучия в Осетии. А расскажите, насколько много ваших соотечественников у нас в Осетии? Постоянно проживающих не так уж много. Узбеки, они все-таки осетный народ, они, ну, человек 50, это где-то 22 семьи, живут, постоянно живущие в Осетии. Ну, на работу приезжает приличное количество людей, это в год где-то 1500. И эта работа тоже выполняем мы по адаптации, интеграции трудовых иммигрантов. Суверкула Поддерживаем. Джабаровича, я хочу еще вот поправить его, что в прошлом году в Осетию приехало 101 студент, которые обучаются ГМИ. Ну, об И этом, Джабарович их просто как своих детей опекает, за ними смотрит. И во время пандемии мы приехали, сладости привезли, продукты привезли. Ну, всё вместе. Это Георгий Михайлович меня перебил немножко. Это я хотел сказать наоборот, ваш адрес, что в прошлом году приехали 101 студентов в Горно-металлургический институт учиться по соглашению Республики Узбекистан и Горно-металлургический институт. И во время пандемии ребятам тяжело, понимаете? Вот те студенты, которые местные учились, их отпустили по домам, самоизоляции, а ребята остались в общежитии. Ну, понятно, что это очень тяжело, так как их родители далеко, они помочь не могут. И тогда Георгий Михайлович мне звонит, говорит: Суверкул, как у тебя дела со студентами? Я говорю: ну как? Они, говорю, в общежитии, туда к ним не пускают, ну как-то нужно организовать помощь. Да, институт, руководство института помогали, как Северо-Осетинский университет, медакадемия и горно-металлургия. Они помогают, но все-таки нужно еще дополнительно помочь. Хотя бы принести им продукты питания, пообщаться с ними, успокоить. Ну, Георгий Михайлович отозвался, мы ездили по всем общежитиям и привозили туда продуктовые наборы, в том числе, который выделил глава республики. Спасибо Вячеславу Михайловичу. И ребята очень остались довольны. А насколько были довольны их родители, они мне звонили, они были все время на связи. Вот. И с Домом дружбы мы сотрудничаем и на национальных праздниках. Буквально недавно у нас 5-летний юбилей, я сказал, нам 5 лет. И одновременно отметили День независимости Республики Узбекистан. Большую помощь нам оказали, поддержали Республиканский дом дружбы народов. Праздник прошел просто отлично. Это не мои слова, я сам себя не хвалю, это слова тех гостей, директора Дома дружбы и министра. Вот, да, ну мы на самом деле одним пловом можем уже взять 5 баллов, да? Да, да. Всегда причем. Да, да. Вот. И в семье, большой семье, многонациональной семье мы живем, творим, делаем. Вот. Георгий Михайлович, а вам известно вообще, сколько студентов и из каких стран у нас здесь учатся? Много. Много студентов. Конечно, у них, например, если взять медакадемию, там больше и индусов, больше пакистанцев. Вот. Если взять ГМИ, там больше узбеков. Да, вот это. Если взять наш университет, там больше таджиков, киргизов. То есть мы уже их изучили. Туркмены, да. Мы с ними ездили вместе с председателем таджикского общества, тоже вместе Арсеном Худадоловичем. И мы были рядом со студентами. И спасибо мы хотим сказать, и не буду, короче, называть, но хлебобулочные изделия откликнулись, молочный наш комбинат откликнулся, торговые предприятия откликнулись. Конечно, как я сказал, и глава откликнулся. То есть мы их не оставили как бы
в стороне, а я уже был как молодой тоже, себя вспомнил как студент, как мы питались. И еще я хочу сказать, когда был праздник, то сладости и угощения Суэркул сам вместе со мной привез, он сам изготовил и не оставил их тоже. Если говорит, у меня праздник, пускай у них тоже будет праздник. И мы вместе заехали, завезли им сладости. Так же было? Да. И я хотел бы сказать, что сейчас буквально на той неделе у нас опять-таки состоится мероприятие, в которой победителей или проигравших нету. Там всегда побеждает дружба. Это будет кубок по горному туризму, где наша команда тоже с большим удовольствием участвует. И в этой команде в основном студенты. Студенты наши из Узбекистана. И в прошлом году мы проводили, и как результат ребята подружились. Вот с разных национальностей ребята, они подружились. А я всегда говорю, если вот из этого мероприятия хотя бы парень с другой парень или девушка с девушкой подружатся, это уже результат есть. А тут прям командам. В этом году они идут на тренировки, они говорят, о, здравствуй, как родные здороваются уже. Вот. А как вы считаете, что способствует дружбе, воссоединению людей разных национальностей? Можно я тоже Конечно. скажу? Я вот как раз хотел добавить немножко и Георгия Михайловича, и Суэркула в плане, насколько вовлечены в наши мероприятия представители, в общем-то, национальности, которые, ну, приехав сюда, многие язык даже не знали хорошо, но сейчас они учатся, все. И хотел привести пример такой, что вот у нас, ну, эстетическое тоже направление как бы развито, и вот последние 2 года у нас проходят мастер-классы, если вы слышали, такой эзотерик и художница Лора Лонли есть, которая пишет великолепные картины на эзотерические темы, и она у нас провела мастер-классы. И, чтобы не соврать, наверное, 60% тех, кто пришел на мастер-класс, это были представители узбекского и таджикского народа. И они нарисовали такие картины, вот, можно сказать, профессионалы, наверное, не нарисуют. А откуда художница? Художница из Москвы, Лора Лонли. И вот в этом году она тоже приехала. Ну вот пандемия немножко внесла свои коррективы. Она хотела у нас вновь провести мастер-классы. Пока не получилось, но надеемся, все впереди. Поэтому вот представители именно этих национальностей мы стараемся побольше вовлекать. И вот мне хочется поделиться, например, первые, вот 5 лет, Суэркул сказал, как появились. Вот 5 лет назад, первый день города. Они уже кто-то были, вот, может быть, эти 50 человек были. Вот перед Домом дружбы у нас стояли палатки традиционные, каждый свою кухню показывал. На проспекте Мира. Да, на проспекте Мира. И вот у нас наш певец. Первый раз узбек вышел на сцену в Осетии. Ну, мини-сцена наша небольшая, и стал петь. Так они ко мне подходили, можно еще одну песню. Там программа строго была расписана, 1-2 песни. Чтобы не соврать, в этот день узбеки спели 11 песен. Они уж вплоть до того говорят, а давайте мы заплатим, только дайте возможность нашему певцу. Я говорю, у нас здесь все бесплатно, все для вас. Хотите, значит, будете петь. И вот тогда был, можно сказать, триумф узбекского народа. Узбеки просили, потому что Осетия очень многое связывает с Узбекистаном. Это местные жители, которые когда-то прожили в Узбекистане. Большинство они просили, потому что борцов наших, которые в Узбекистане Потому жили. так и называется. Узбеки и узбекистанцы. Узбекистанцы А это узбекистанцы те, все, которые относятся, как бы, которые делят нашу узбекскую культуру и самобытность. Потому что здесь очень много в Осетии тех людей, у которых даже я могу учиться узбекской культуры. Они долгое время прожили в Узбекистане. Вот. И человек, когда приезжает со стороны, вот так же, как и я обращаю внимание на осетинские обычаи Раунгдау и запоминаю это. Они тоже запомнили. Может, для меня это обычно, да, вот узбекские обычаи, а для них нет. Он сильнее запомнил, иногда мне подсказывают даже местные жители. Но вы здесь прожили столько лет, чему вы научились? Расскажите. Я взял очень много полезного из осетинских. К примеру,
Георгий Свидетель, наше застолье, праздничные застолья всегда начинается, мы начали с 3 пирогов и в обязательном порядке. Первые Звонок 3. ко мне по телефону, он мне говорит, да бон так хор, Георгий Михайлович. Вот. что? И очень прекрасные эстонские обычаи. Это у нас схоже еще, основывается на уважении к старшим, вот, и воспитании, и как бы младших почитании. И поэтому, вот я говорил до этого, да, интеграция, адаптация трудовых мигрантов. Я возглавляю региональное отделение, а у нас Конгресс объединяет 54 региона. И вот когда мы совещание проводим, где какие проблемы, самые хорошо адаптируются именно в Северной Осетии. Потому что я Замечательно. слышу, я говорю, обычаи одинаковые, и поэтому легче адаптируются люди. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам. До новых встреч. Будем ждать вас снова. А Спасибо. мы уходим на небольшую рекламу. Мы продолжаем эфир вечерней смены. Молодежь Северной Осетии не перестает привозить награды из разных уголков страны. Они участвуют во всероссийских и международных форумах, представляют осетинскую культуру, получают гранты и реализуют проекты, направленные на развитие региона. Сегодня мы пригласили в гости участников и победителей фестиваля «Российская студенческая весна-2020». В этом году его можно назвать «Студенческой осенью». Фестиваль прошел в непривычное для участников время. Здравствуйте, ребята. Расскажите, как прошел фестиваль и как вообще вам комфортно было осенью на студенческую весну ездить? Было немножко непривычно, так как Всероссийская студенческая весна, весна Победы. Это уже 28-я по счету. 28-й фестиваль проходил в сентябре с 5 по 10. Ну, немножко непривычно, но все равно та обстановка, та атмосфера, которая царила на этом конкурсе, она, конечно, была очень приятной, очень радушно. Нас все встретили, поэтому... Вы ездили в Ростов? Да, в Ростове-на-Дону проходил этот фестиваль. А сколько примерно человек было из Северной Осетии? Из Северной Осетии делегация наша из 46 человек состояла, да. Зарина, ну раз уж вы начали говорить, расскажите про ваше выступление. Я выступала со сводным хором, и мы пели также дуэтом. Дуэтом? Да. Привезли призовые места, мы стали лауреатами. Вообще у нас очень много призовых мест на этой студвесне. А расскажите о музыке, которую вы исполняли, что за песня? Мы пели с хором Кубады, акапельно. Народная? Да, народное произведение. У нас был солист, чтец, который на остинском языке несколько куплетов рассказывал для того, чтобы донести до зрителей всю наполненность этого произведения. Но нам, конечно, было приятно. Какие были впечатления у жюри? У жюри, я так скажу, от жюри я была далеко, но я видела всю обстановку, которая царила за кулисами. То есть я выходила уже со сцены, вплоть до звуковика, до ведущего этого мероприятия. Нам все аплодировали, все говорили, что это было как-то даже волшебно. Выступление очень всем понравилось. Таймураз, расскажи про свое выступление. Для начала мы его посмотрим. Это твоя задумка была сразу на нескольких инструментах? Еще раз здравствуйте. Было на самом деле очень крупное шоу, если начать с впечатлений.
И, конечно, первым долгом мне бы хотелось поблагодарить молодежный комитет за предоставленную возможность. Также от лица всех присутствующих хотим поблагодарить ректора Горского ГАУ Виктора Хамисовича Тимираева, также Фатиму Фадзаеву Аскеровну. Всех своих деканов хотим поблагодарить, также мою команду. Вот вы спросили про идею. Я работаю Алан Хасиев, Кодзаев Артур и мой верный рядом стоящий друг, это Давид Зебисов. Я вам хочу сказать большое, огромное спасибо. И вот с Давидом вот Зебисовым мы как-то вот скомплектовали вот мини-шоу такое, номер такой красочный, чтобы он по максимально был выигрышным. И чтобы достойно представить свою республику, показать хороший номер. Вот, в общем-то, так все. А кто-то, кроме тебя, еще передал вот этот кавказский колорит? Были подобные номера? С Кавказа, вот, ну, как мы вот слышали, там нас было, Северная Осетия была и Дагестан. Но из них никого, из Дагестана вроде никого не было в инструментальном. Я выступал в инструментальном исполнении сольно, народной, ну, в народном плане. Было где-то 50 участников, так что, я думаю, мы достойно представили нашу республику. Привез первое место также. А насчет впечатлений от выступления Таймураза, я вообще могу сказать, что наша делегация оставила очень приятное впечатление среди остальных студентов и даже городских жителей, потому что даже у меня, хотя я не выступал с Таймуразом, никакого отношения к его выступлению прямого не имею, ко мне подходили и спрашивали городские жители насчет того парня, который одновременно играл на нескольких инструментах, еще в конце танцевал. То есть, когда мы уезжали, стояли автобусы с других делегаций, и там были ребята, которые подходили и просили у нас наши панамы с флагом. Ну, это было очень приятно. Игорь, вы обладатель гран-при, расскажите про свое выступление. У вас был какой-то театральный номер? Да, мы участвовали в номинации «Театр малых форм», если я не ошибаюсь, она называется именно так. Что я могу сказать? Мы готовились к выступлению на протяжении примерно месяца. Постановка была готова уже давно, но состав немножко изменился. А подробнее о постановке? Это постановка, античная греческая комедия о том, как женщины, то есть 5 мужчин Северного Кавказа, нарядились в платья, надели парики и играли женщин. Женщины собрались на совет для того, чтобы решить, как им прекратить войну. Как отреагировало жюри? Я склонен полагать, что несколько повезло, поскольку один из членов жюри был греком. И там были, наверное, моменты, которые мог понять лучше человек, именно вот относящийся к этой культуре, знающий ее. И я думаю, что... И вообще, в принципе, на протяжении всего выступления было слышно, как именно этот человек смеялся. Его смех выделялся среди смеха всех остальных, и он смеялся громче всех. Рэм, расскажите вы про свое выступление. Ну, я выступал в танцевальном направлении, и наше направление немного отличалось тем, что наша команда была сформирована буквально за пару недель до выезда. Во-первых, хочу поблагодарить начальника отдела по воспитательной работе Фадзаев Фатиму Аскеровну за то, что она оказала доверие и делегировала нас в эту команду. И хочу поблагодарить Хубаеву Зарину Тамерлановну за то, что она взяла людей с разных вузов. Все были танцующие, все друг друга более или менее знали, но именно этот человек сделал команду из этих людей. Мы выступали в танцевальном направлении, повезли туда 4 номера, 2 из них заняли первые места, 2 третьи. Ну, то, что нас ждут на российской студвесне, я думаю, об этом говорить не стоит. Всегда представители Северной Осетии оставляют хорошее впечатление. Всегда приезжаем мы с местами, а не первый раз на российской студвесне. Нас уже ждут, и я думаю, то, что мы оправдали надежды. Не только на студвесне, но и как бы достойно везде, представили. В общем, среди также и участников по отношению ко всем. То есть все было красиво. Насколько я знаю, наши вузы проводят свою студвесну тоже. Да.
здесь, в Осетии? Но этот год верно. был отличным от всех других, потому что, да, это, ну, пандемия коррективы внесла. Во-первых, и сама студвесна российская перенеслась на осень. Во-вторых, у нас не было межвузовского этапа. Межвузов. Да. И это тоже приятно, то, что из всех студентов, всех вузов именно выбрали нас, 45 человек. И вот это вот доверие, и мы чувствовали ответственность, и мы чувствовали долг того, что мы должны, ну, как минимум не упасть в Достойно. грязь лицом, Оправдать да, ожидания. и достойно показать свою республику, свои вузы. Вот Расскажите, как проходили ваши дни? Вы там были 4 дня. Были какие-то мастер-классы, может быть? На самом деле мы не успели, вот нас даже на самом деле спрашивали про город, посмотрели ли вы город. Ну, не успевали, потому что один день было чье-то выступление, то есть инструментальное, второй день театральное, на третий день танцевальное. И вот как-то вот время... Именно динамично конкурсные всё дни, происходит. Конкурсные они дни, были да. очень, они крайне насыщенными были, поэтому мы отвыступали, потом побежали поддерживать театральные направления, потом побежали поддерживать инструменталов, и вот так вот туда-сюда мы перебегали, и поэтому были, конечно, организованы разные мероприятия именно для участников, потому что у нас было немало, 2000 участников все-таки. Почти 3000. Почти, ну, Почти 3000. А удалось познакомиться вообще с другими с творческой участниками? молодежью, Да. конечно, нам удалось, мы до сих пор даже с некоторыми делегациями общаемся. удалось даже Думаю, всем, повстречать да. своих уже друзей, с которыми мы да. знакомились на предыдущих студвеснах. А Даже сколько были раз вы такие были случаи. на студенческих Мы вот, вёснах? допустим, вот в прошлом году мы вот с Рэмом... Мы были в Да, мы были Уфе, на именно на аграрной. Всероссийской аграрной студенческой весне. А вот в этом году нам посчастливилось попасть достойно именно тоже представили. на эту. Тоже первые места привезли. Да. Так что это для нас же вторая выигрышная студвесна. Да. А что вас заставляет вот это идти вперед и показывать свои творческие какие-то? Ну вот представьте себе, вот ты выходишь, выступаешь на сцене, и где-то в зале поднимается твой осетинский флаг. Вот эти ощущения просто непередаваемые, честно говоря. Или И когда ты выходишь на сцену, и ответственность за тебя всю республику. поддерживают все. Вся Конечно. делегация сидит, и они кричат громче всех, они У поддерживают нас была лучше задача всех. нашей маленькой делегации перекричать все остальные. Да, Удалось? удалось, конечно. Думаю, что Был да. даже, знаете, какой момент, что было очень приятно. Горский танец поставили на гала-концерт, и На чему все были церемонии очень рады. закрытия, да. Да, и я побежал на трибуны, и я говорю, сейчас все будем кричать «Алания». И все трибуны начали кричать «Алания». Ну, А было очень церемония мощно. закрытия, она была на Ростов-арене. На огромной арене, на огромной сцене, поэтому очень здорово это было. Зрелищно. Да. Организация очень мощная, на самом деле. А расскажите, в чем секрет успеха? Что вам помогает победить? Я думаю, что это искреннее желание заниматься своим делом. Ну, буду говорить лично за себя. Просто желание и любовь к своему делу. И знаете, что даже скажу? В таких поездках чувство патриотизма, оно Увеличивается. ощущается гораздо более сильно. И вот оно тоже является как бы мотивацией дополнительной. Стараться и работать над собой. Рэм, что вам помогает? Ну, как вам сказать, меня самого это удивляет, то, что я, например, это уже третья была для меня студенческая весна российская. И ответить на вопрос, почему каждый раз мы приезжаем с первыми местами и вообще с призовыми местами, ну, я не могу сказать, что мы танцуем лучше всех в России, что мы там, кто-то поет, соседи лучше всех. Ну, вот так вот выходит. Да, это на самом деле желание показать, желание. У меня, например, в моем направлении желание показать нашу культуру. И ну, вот это вот все в совокупности, да, патриотизм, это все вот выливается именно в А победу. по-вашему, вот что дает участие в студенческой весне студентам? Я Ну, много. Вот про девиз заговорили, да? Ну, у каждого же свой девиз, как бы. Вот, например, я для себя всегда говорю, чтобы стать лучшим представителем человечества, нужно сначала стать одним из лучших представителей своего народа. Я так всегда говорю. И вот это и мотивирует то, что нужно
бороться и все делать для своей республики и от лица своей республики. Зарина, а А вас? что можно сказать? Именно что мы получили от Всероссийской студенческой весны? Во-первых, это колоссальный опыт, который нам в дальнейшем еще понадобится и в жизни, и в быту, и в творческой деятельности, конечно же. Это открытия удивительные, это знакомства, полезные, интересные знакомства, а также общение с творческой молодежью и приятные эмоции. Самое главное, это все нам подарила студенческая весна. Я играю в студенческом любительском театре «Пилигрим», о котором мало кто знает. И вот это театр, который работает на базе ГМИ. И, безусловно, я также выражу благодарность своему вузу, своему факультету архитектурно-строительному за поддержку, которая нам оказывалась. И, учитывая эту поддержку, мы нашим коллективом нашего театра сделали все возможное, чтобы одержать победу. И вот сам факт того, что мы принесли успех домой, я думаю, эти эмоции, это удовольствие, которое мы получили от этого, от того, что наш режиссер, который, несмотря на все сложности, преодолел этот огромный путь, 14 часов в автобусе, это очень тяжело. Она помогала, она каждый вечер собирала нас, чтобы покормить. Она помогала не только нам, она ездила на другие номинации, тоже помогала с костюмами, с гримом. Так что порадовать Викторию Эльбрусовну, это тоже очень многого стоит. А расскажите о ваших будущих специальностях, насколько они творческие. Вы сейчас говорите о творческих номерах, но расскажите, на каких факультетах вы обучаетесь? Я абсолютно не творческий, мне кажется. Я биотехнолог, учусь на биотехнолога. Биотехнолог. Да. Как И, удается совмещать? ну вот, стараюсь как-то. Я, как сказал, я строитель, учусь на архитектурно-строительном факультете. И я могу сказать, что, в принципе, в строительной профессии есть доля творчества. Ну, ближе, скорее, в архитектурную именно, но я думаю, что мне нравится моя профессия, особенно на втором курсе. Я сейчас перешел на второй, это была первая студвесна для меня. Когда появились профильные предметы, я все-таки действительно заинтересовался профессией. Но все-таки, когда я закончу обучение в СК ГМИ, я бы хотел получить второе образование, уже актерское, потому что мне очень нравится это дело. Зарина, а вы где учитесь? В своем вузе я окончила кафедру экономической безопасности, но также помимо этого я училась еще в колледже имени Валерия Бессаловича Герниева, поэтому я отношусь к творчеству. И в дальнейшем я, конечно же, сейчас немножко сделала перерыв именно в творческой деятельности, но в дальнейшем, конечно, я хочу связать с этим свою жизнь. Теймураз. Юридический факультет знаю. У меня юридический, это Теймураз Эльбрусович, потом автомобильный факультет Леонов Марат Савкузович, за что я им благодарен, то, что понимают и ценят твое творчество. Вот так и совмещаем. А как вы считаете, студенту во время обучения, насколько важно не зацикливаться на том, что именно он проходит, изучает, а, возможно, как-то разбавлять это творчество? Как говорит Зарина Тамерлановна Хубаева, в 60 лет вы не будете думать о своих зачетах, а вы будете именно вспоминать те моменты, которые вы проживаете здесь, на таких фестивалях и на таких мероприятиях, скажем так. Это человек с колоссальным опытом, и склонен прислушаться к ее словам. Я полагаю, что любой человек, который замкнулся именно в быту, в своей профессии или в чем бы то ни было, он рано или поздно придет к какой-то стагнации, к депрессии, и любой человек должен отдыхать. А для нас, людей, которые занимаются творчеством, выход этой энергии именно мы находим в своих занятиях. И я думаю, что для нас это и отдых, и какая-то отдушина. И я думаю, что важно заниматься тем, что приносит тебе удовольствие. И для нас это творчество. В том или ином проявлении. Теймураз, а ты как считаешь? Творчество. Все-таки творчество. Конечно. Во всем. Творчество, искусство. Жизнь без искусства, я считаю, ни один человек
я не знаю, не можешь себя представить без искусства. То есть не любя музыку, не любя рисовать, танцевать. То есть все держится на искусстве, я считаю. Так, вы не рассказали про мастер-классы. Были ли какие-то образовательные программы на студвесне? К сожалению, их ввиду того, что мы, опять-таки, день студента, который на российской студвесне, он выглядит так. С утра ты проснулся, если у тебя в этот день нету твоего выступления, ты отправляешься и поддерживаешь своих друзей. Это все не так быстро проходит, как кажется. И на самом деле тех 4 дней, которые мы провели в Ростове, их просто Пролетели. очень мало. Они пролетели так молниеносно, мы даже не поняли. И вот все как-то быстро закончилось, стало грустно немного, но... А скажите, как возможно попасть на всероссийский, да, уровень студвесны? Главное, мне кажется, не бояться. Можно Этапы или Да, как? этапы. Этапы. Сначала ты выступаешь среди своего вуза, среди своих вузов. Внутри вуза, этап, да. Этап, потом региональный Межвуз. этап. Да, региональный, это наши все вузы собираются, и затем уже отбирается делегация, которую отправляют на всероссийский Те, кто уровень. выиграли в данных номинациях во всех, они отправляются на всероссийскую студвесну. А какие дальнейшие планы у вас? в плане. В плане творческой жизни, скорее. Их очень много, а что получится, это мы... А на студвесну планируете еще есть? Конечно, у меня еще При есть любой такая возможности. Да, в следующем году у меня будет последний шанс. И, Ну, ты уже много раз был, да? 3 раза я был. 3 да. раза. 3 раза был, побеждал. На самом деле, студвесна — это не только творчество, знакомство с другими творческими людьми. На самом деле, студвесна — это можно, если прислушиваются там студенты начальных курсов, это нереально хорошая площадка для реализации себя. Это площадка, которая может стать ступенью между любительским занятием, делом, и она может помочь перейти в профессионал. Мы сами, я думаю, все ребята были свидетелями того, как тоже наши друзья, они начинали на студвесне просто для себя, для удовольствия, не придавали этому какое-то значение. А сейчас люди с тем или иным делом связали свою жизнь, и они уже не видят себя вне того или иного направления. И это на самом деле очень хорошая площадка, которая может помочь человеку реализовать себя, именно перейти в профессионал. А какие-то поощрения вуз вам делает за участие? Бывает такое? Не ко мне вопрос. Мы не ждем каких-то поощрений. Если получится, то мы, конечно, порадуемся, но мы делаем это не ради того, чтобы нас отблагодарили. Нам действительно это приносит удовольствие, и мы делаем это в первую очередь ради того, чтобы, ради самих себя. То есть я неправильно выразился. Мы делаем это Республики. сами. Нами движет творчество. Да, я хотел сказать это. Спасибо вам большое, что пришли сегодня к нам. Успехов вам. Вам спасибо за приглашение. Спасибо. Да. Вечерняя смена подошла к концу. Доброго вечера, до свидания.